Я продолжаю писать карту дня на 28 апреля. Это у нас пятница. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов и до рыбок. Значит, если вы зашли на это видео, вам нужны первые 6 знаков. Это, например, там Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. Тогда вам нужна первая часть. Здесь этих знаков вы не найдете. Как найти первую часть? Под видео внизу уже есть ссылочка. Прокручиваете вниз, нажимаете на ссылку и переходите сразу на первую часть видео. А я смотрю дальше. Весы. 28 апреля. Переворачиваются. Я уже заметила. 28 апреля, пятница. События дня. Для весов покажите мне. Но если переворачиваться, что-то может идти не по плану. Да, вот как бы наоборот. Сейчас посмотрим, что покажут. Казенный дом показывает. Книга, да, то есть переворачиваем странички. Выбор. Выбор сложный. Ну, вам в принципе сложно делать выбор, но здесь прям вот как-то очень сложно будет делать. Цыплята, дети. Дети или что-то новое. Колокольчик, разговоры. Якорь, остановка. Корону нельзя. Подарочек. Подарок, казенный дом. Возможно, с подарком пойдете в госучреждение. Печаль, видите, выпала все-таки. Вот что-то будет, что-то вас расстроит, знаете, вот что-то будет не так, как вы хотели. И здесь похоже, что это вот может быть связано с этим казенным домом. Видите, они вместе все, да, то есть получается казенный дом, подарок и глубокая печаль. Сейчас досмотрим еще вертикали. Конвертик. Конвертик — это получение. Может быть, вы хотели получить что-то с утра, да, в казенном доме, а получите только, видите, как бы вечером, во второй половине дня. Может быть, это вас и расстроит, не знаю. В общем, называю то, что здесь выпало. Выпала печаль, разочарование, подарок, посещение госучреждения, сложный выбор, да, то есть два варианта, нужно вот выбирать. Якорь, остановка надолго где-то. Дети, общение с детьми, пустые разговоры, может быть, болтовня с детьми. И получение. Но получение — это прям уже вот совсем, можно даже сказать, ближе к ночи, да, то есть точно вторая половина дня получения. Ну вот, какая-то такая информация для вас. Весы на пятницу. Благодарю за внимание. И перехожу я к скорпиончику. Так, скорпионы. — 28 апреля, пятница, события дня. Мешочек с деньгами у вас выпадает.
Мешочек с деньгами. Кораблик нельзя. Друг, подружка. Пустые разговоры. Казенный дом нельзя. Событие, праздник. Возможно, в этот день будет у кого-то день рождения. Доме часто на день рождения указывает. И может быть на этом день рождения будут еще ваши друзья. Новость в электронном виде, то есть приходит какая-то информация. Застолье, да, видите, точно подтверждает, что будет какое-то вот мероприятие, праздник с гостями, застольем. Деловой разговор. Либо у кого-то может проиграться деловой разговор в этот день будет. Но где-то, знаете, в кафе, в ресторане, то есть когда мы встречаемся, обсуждаем дела там, где можно пообедать, поужинать. Тайна. Откроется какая-то информация. Видите, показывает информация. Она была от вас спрятана, скрыта. То есть что-то интересное такое узнаете. Поэтому проверяйте хорошо почту, смс-ки. Угу. Вертикали нет. Значит, смотрим, что получается. Событий много выпадает на этот день. Значит, точно будут траты. Да, то есть мешочек чаще показывает траты, чем поступления. Поэтому, возможно, будут траты в этот день. Будет общение с друзьями, пустые разговоры, события, праздник в этот день, да, у кого-то, может быть, там из друзей, родственников. Дальше приходит информация, новость, какая-то очень интересная. По тайне, да, то есть она была от вас раньше скрыта, спрятана, да, то есть какой-то такой интересный секрет. Деловой разговор и застолье. Но тут как бы застолье можно и сюда, да, притянуть, и застолье, в принципе, можно и к разговору тоже притянуть. Так что вот такой денек. Но события все хорошие у вас выпали. Благодарю за внимание. И перехожу я к стрельцам. Стрельцы, смотрим, что у вас. — 28 апреля, пятница. События дня. Слезы. Интимная связь. Событие, которое повторяется каждый месяц. Ожидания и траты. Возможно, каждый месяц вы на что-то тратитесь, что-то покупаете, может быть, или что-то оплачиваете. Конверт. Получение. Это может быть получение посылки, получение справки. Нерешенный вопрос. Также, смотрите, есть и показывает, что придется подождать его решения. Да, то есть в этот день не решите. И ножницы, в принципе, получается,
далековато друг от друга, поэтому еще надо подождать решения, да, то есть пока это только разговоры, колокольчик, пустые разговоры. Деловой разговор, в котором вы можете что-то получить для себя, какой-то документ. Или это может быть просто информация, новость. У вас событий прям очень много будет в пятницу. Так, тут нет. Здесь нет. Корона еще есть. Корона – это общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Значит, называю вам по очереди, да, то есть что выпало. Объединять не буду, потому что тут может быть много разных вариантов. Слезы, переживания, интимная связь, повторяющиеся события, траты, ожидания, нерешенный вопрос, обычные разговоры, болтовня. Также может быть еще деловое общение, какая-то деловая встреча с влиятельным человеком. И на этой встрече вы можете что-то получить какую-то информацию, новость. Ну, иногда, конечно, показывает бумаги, да, то есть какие-то, может быть, документы. Так что у вас тут, видите, и нерешенные вопросы есть, и решенные, в общем, у вас тут чего только нет в пятницу. Благодарю за внимание. И переходим к козерожкам. Смотрим козерожки. Двадцать 28 апреля. События дня. Козероги, пятница. Сразу же змея выпадает, первое событие. Да, то есть человек, который может вам как-то навредить. Дорогу нельзя. Ожидание. Змея еще может быть медработник. Слезы нельзя. Якорь, да, видите, причем как-то вам очень долго придется ждать. Корабль на якоре. Лебедь, верность. И еще домик. Домик может показывать какое-то событие в этот день. То есть там день рождения, годовщина свадьбы, там, не знаю, юбилей какой-нибудь. И похоже, этот праздник вот может быть связан с парой. Может быть, там день знакомства у вас в этот день будет. И конфликт. 2 меча. Очень острый конфликт. Приглашение. Может быть, смотрите, вас могут пригласить на какое-то событие в этот день, и вы пойдете парой. Да, вот может вот так проиграться. Еще может быть, если у вас пары нет, то есть вас куда-то приглашают, да, то есть вы идете на какое-то мероприятие и можете там познакомиться. То есть лебедь может показывать и знакомство, да, то есть соединение двух людей. Так, значит, смотрим, что у вас получается в этот день. У вас будет общение со змеей, да, то есть столкнетесь вы с такой ядовитой какой-то
дамочкой, да. Ну, обычно женщин показывают, крайне реже мужчин. Такая с острым языком дамочка, возможно, с ней будет конфликт, да, вот этот, который два острых меча. У нее острый язык, да, то есть и вы тут тоже, как говорится, да, то есть не уступите. Дальше в этот день будет ожидание очень долгое, да, по якорю, прям вот будет тянуться медленно, нудно, долго. Может быть, вы из-за этого будете ругаться, как вариант, не знаю. В общем, ожидание будет. Дальше будет приглашение на какое-то событие и гармоничные отношения в паре в этот день. Так что, видите, есть как бы плюсики, но есть и парочка минусов. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Водолеи. 28 апреля. Пятница. События дня. Дорога. Сразу же с утра, скорее всего, будет первая выпадает. Дорога, сборы в дорогу, разговоры о дороге. То есть не всегда это поездка. Иногда это, например, там подготовка. Череп. Череп показывает плохое самочувствие. Может показывать медучреждение. Может быть, у вас поездка, да, куда-то в больницу, там, в поликлинику. Змея нельзя. Интимная связь, кровать. Хорошее настроение. Подарок нельзя. Весы здесь тоже нельзя было. Не помню, говорила вам или нет. Так, нет совпадений. Периметр я не нашла. Ни горизонтали, ни вертикали. Не увидела. Значит, смотрим. У вас 4 события. Первое – поездка. Второе – тема здоровья, медицины. Да, то есть, возможно, будете себя плохо чувствовать, что-то будет болеть. Может быть, будете там посещать больницу, не знаю. То есть, тут как угодно может проигрываться, без деталей. Дальше будет хорошее настроение и может быть интимная связь. Вот такие события. Благодарю за внимание. Водолей. Перехожу к рыбкам. Так, и рыбочки смотрим. 28 апреля. События дня для рыбок. Новость электронная. Ключик. Замечательно. Открытые двери.
общение с друзьями. Ключик — это еще умение найти подход, да, то есть ключик к сердцу людей, да, то есть вот тут вот, возможно, вы найдете ключик к сердцу друга. Разлука, чемодан. Бабочку нельзя. Шарики нельзя, потому что они по диагонали. Угу. Здесь нет. Значит, у вас 4 события показывают. Придет какая-то информация, новость, поэтому проверяйте обязательно телефон, почту. Ключ показывает, что сложностей у вас не будет, да, в этот день. Даже если они возникают, то по ключу у нас, да, вот двери перед нами открываются, все сложности уходят. Общение с друзьями и чемодан показывает разлуку, но тут как бы, возможно, вы расстанетесь, например, куда-то друг уезжает, или наоборот, вы были в разлуке, да, то есть и приезжает. Поэтому тут вот такая информация для вас, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.